улице сколько? 26 градусов. Люди на пляже идут. Так, останавливались мы в отельчике. Очень нам понравился такой, он весь зелененький. Сколько мы фруктовых деревьев увидели, ягодок, цветочек. Хозяйка, сейчас вот познакомились с хозяйкой, оказывается, они сами из Санкт-Петербурга. То есть они на зиму тут все закрывают, ставят сторожа и уезжают жить в Санкт-Петербург. А по весне сюда приезжают с мужем опять. И всех встречают, все тут у них отдыхают. Вот так вот. Понятно. Здорово. Это самая западная точка Крыма. Тоже сплошные степи, ни куста, ни дерева, и все желтое. Уже оленевку объезжаем, может. О, ежик сбитый. А я видела уже, когда мы ехали сюда, тоже был ежик. А мы здесь не приезжали. Вот она оленевка. Вот они, грязи идут, а потом идет вот эти белоснежные пески. Хорошая бухточка, самая чистая, самая лучшая вода. самое лучшее чистое море, самые лучшие пляжи в Крыму, это именно в Оленевке. Вот. Ну, а мы выдвигаемся дальше. Ой, это не лачете пронеслась красная? Не, Авео. У нас раньше была красная лачете машина. И теперь как бы Мы наездили 375 тысяч. 375 тысяч мы на ней наездили. Попутешествовали тоже много. И в Крым на ней ездили. Вот. А потом ее продали. Но до сих пор красные яркие машины близки к сердцу. Что это такое, а? Это кто это так дымит? Ой, что он делает? Пашет. Ничего себе, просто траву. Ну это дикое же поле, да? Дикое Значит, он поле. спахивает. А что-то сажать будут. Ничего себе. Интересно. Так, впереди у нас Черноморская. Это следующий поселок от Оленевки. И встретили уже второго сбитого ежика. Такие огромные ежики. Речка вообще такая. А я спросила, да, у этой хозяйки, говорю, а у вас как централизованное здесь, ну, водоснабжение или скважина? Она говорит, у нас две скважины. А я говорю, а ну, глубина какая? Она говорит, 40 метров. Чего? Что, прям вода бежит? Да, 40 метров, то есть у них две скважины, и говорит, очень трудно бурить было, потому что внутри у них не только ракушечки, которые тоже трудно, ну, это, бурятся, скала настоящая. То есть они прямо скалы прорубали. Да. То есть там, видимо, еще миллион лет назад здесь, наверное, может, горы были, да? Может быть. Так что у них водичка течет, которой мы моемся. Это все из скважины, да? Все из скважины, да. Метров поверните направо. Да, мы едем по Черноморскому. И туда вот в сторону Оленевки, она, хотя вот тут знак, а там уже, она уже за знаком продолжилась. И везде идет строительство домов. Все, стройка, стройка, стройка. Прямо 2 километра. О, велосипед, как у нас у бабушки, старинный.
вот они, Атан заправочки. 95, 55, 99. Ну, если до полного бака ты заправишься, то тебе на каждый литр минус 2 рубля. Как на Лукойле. Как на Лукойле, да. Просматривается. Вообще все просматривается. У меня в этот раз чистое стекло. Не идеально, конечно. Я его протерла влажными салфеточками. Не разрешили. Еще и фары. Еле как разрешили. Так классно. Едем слева, справа лесополоса, а за ней бескрайние просторы. Да, это не как в нашей тайге. Мы по туннелю там В тоннеле ездишь. Дороги тут хорошие. Разметочка четкая. Кстати, очень многие любят ездить ночью. Ну, тут и ночью хорошо видно. Сегодня у нас ночью уезжали. Ночью уезжаете? Да, из отеля, где-то в 9 вечера. Анечка, в 9, да? Так они приезжали или уезжали? Уезжали. Мы как раз пошли пиццу кушать. Да. Позже, да? Ну, что-то это... И они вот в ночь поехали. Как раз уже вообще вырви глаз называлось. Через 800 метров держитесь правее. Собирает урожай. Хлебушек. Вот, тут вовсю собирают. Класс. Ого. В 3, короче, работают комбайнеры. Хлебушек собирают. Везде надписи. Берегите хлеб от огня. Вот если вы видите машину с таким грязным задком, а еще один вот в песке весь. Знаете, они были в оленевке. Ну, если они с этой стороны едут. Потому что мы точно такие же. Ой. Сейчас встретили автобус. Называется Ялта-Черноморская. Такой красный, старинный автобус, да? Вот такое сообщение даже есть. Ничего себе, вот тут вот вдоль дороги, вот это, видите? Это все саранча лежит, сбитая. А может она выкидывается на асфальт? Как это она выкидывается на асфальт? Вот. Все в саранче. Вот.
Все по СВ по палате. Не работает. Вообще ни одна не крутится. тарелка эта молочная. Не так недалеко, час езды все. Час езды, да? Сколько мы едем? Час? А мы ехали, да еще медленно. Да, час. 28 градусов, едем час, расход средний 6,3 литров. Ой, ничего себе, у нас расход маленький. Так, первый светофор. Въезжаем в Евпаторию. А там у нас едем мы на Куда мы там едем? Молочная. Проезжаем первый ЖД переезд. А он в нерабочем состоянии. Но он заброшенный. Он заброшен. Ой. Пятый 5085, 92 5110. Правда, такая заправочка. Тут даже название стерто.
Улица Конституции. Ой. О, место сумасшедшее. Что-то купил. Что-то купил. В самой Евпатории, конечно, дороги плохие. Вообще Ну, плохие. это просто вот на этой улице. А, ну, в принципе, там тоже такие. Да, они какие-то все в ямах, что-то как-то Евпаторию не латают. Может быть, центральный хороший. Центральный, может быть, и хороший, но вот что мы заезжали тогда пообедать, все в ямах, что мы уже с другой стороны Евпатории заезжаем, они опять все в ямах. И прыгалки эти лежачие полицейские, конечно. Бабулечка, нарушаешь? Бабулечка, 9 жизней невидимых. Вообще нарушает. Ой, дети собирают черешню. Ой! Господи, думал, ты в яму прямо. Сюда надо, если честно. Серенькие такие панельки, унылые. По этой стороне тоже. Что это за улица такая? Мы сейчас выйдем прям уже до вокзала. Да? Что-то такие, ой, какие страшные они. Глупленные. Ну, тут уже более красивая улочка пошла. Ой, ты, господи, куда ты едешь? Подарок каждому. Вот же до вокзала. ЖД вокзал. А вот он, новенький, вот этот. Там же старенький, вот этот новенький. В том году мы на этой улице жили. Шумно так было, да? вообще? Да, в прошлом году мы снимали здесь. О, в прошлом году было очень трудно снять жилье какое-либо. Мы, наверное, сидели в парке. Это ты путаешь с позапрошлым годом. Позапрошлом? Да. В прошлом году мы сразу заехали на адрес, как бы не искали. Это в позапрошлом году мы приехали вечером в 4 часа. У нас были какие-то там, ну, как бы, предложения. А, да, мы походили, все И такое что-то все не то. убогое, В конце концов, страшное. вечером мы же сидим, мы только в 9 вечера заехали. В 9 вечера, да, мы только заехали. Кстати, вот это ЖЛ, только там. Это позапрошлый год, Да, да, да. 20. Где-то тут вот из домов. Нет, подальше. А дальше, да? На таких улицах центральных, конечно, лучше не жить, когда еще выходит балкончик на это движение. Мне кажется, вот здесь. Еще и троллейбус Не, дальше. выходит троллейбус. Вот оно. А, вот здесь, да. Вот. О, мужик там Да ладно. вытащился, да. Тебя видно? Да, полпояса смотрит и подушку сушит с другой стороны. Ой, да, тут, конечно, лучше, ну,
шумно очень. Ну, как правильно, тут и двухстороннее движение, еще и вот трамвай ездит по утрам и по вечерам. И... Ой. Что, идем смотреть квартиру? Ой, я все время забываю, где тут спуск. А, вот он. Здесь все так близко, да? Только в Альмевке были. Какой-то часик прилетел незаметно, уже в Евпатории. Ага. Здравствуйте. Длинное пребывание Такая прихожая. в Потом Евпатории. 21 день. 21. Слушай, а полотенце тоже нет, да? Нет, она все принесет. Здесь такая-то лоджия. Мне кажется, надо тапочки доставать, потому что белого нет, да? Угу. Слушай, я помню, я в шлепках ходил. Это спальня. Ванна. Кухня. Так, чемодан. Нам сейчас посигналили, помахали рукой. Я думала, это Вовины знакомая, это просто машина Республики Коми. Но было приятно. Точно незнакомые. Да, у меня в Евпатории, если я вижу машину с Рузикоми, значит знакомый, 100%. Не, ну у тебя сейчас отдыхаешь с работы тут. А, этот? Видишь? Да.